что самое удивительное, вот я хочу это сказать вот специально на площадке Всемирного фестиваля молодежи, что американские структуры используют структуру под названием UNDP. Кто знает, что такое UNDP? Программа развития ООН. Это благообразная структура, которая должна заниматься в соответствии с целями и задачами Устава Организации Объединенных Наций, устойчивым развитием, значит, и сельским хозяйством, и медициной, и так далее. Но что они делают, американцы? Есть такая структура USAID, это Агентство США по международному развитию. Вы знаете, что это подведомственная структура Госдепу США. Они выделяют деньги не напрямую на Абхазию, они выделяют через UNDP. А мы должны, дураки, подумать, что наверняка они занимаются сельским хозяйством, медициной и так далее. Но этого не происходит. Выделяются деньги на UNDP, UNDP начинает финансировать у нас информационные проекты, начинает финансировать какие-то кривые проекты, способствуют дестабилизации, точнее пытаются способствовать дестабилизации общественно-политической жизни в Абхазии. И особое внимание уделяют вот развитию информационных проектов в попытках дискредитации власти и так далее. Но у них это плохо получается, видимо, мало денег. Я требую, чтобы выделяли еще больше денег на дискредитацию власти, потому что мы этого не чувствуем пока. Хочу обратить ваше внимание на то, что дискредитация власти, кстати, это тот путь, который они выбирают на первых этапах. Так было и в Беларуси, они пытались этого сделать, так было и на Украине. Вспомните, что Майдан произошел на пике практически экономического роста. Какой была Украина в 2012-2013 году и какая Украина сегодня? Насколько сократилось население Украины, территория Украины, экономический потенциал Украины вообще под большим вопросом находится. Поэтому это то, о чем нужно думать, мне кажется, представителю каждой страны на постсоветском пространстве. И особое внимание уделять развитию межгосударственных отношений с Российской Федерацией. Вот я